Әрбір хужабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Здравствуйте, дорогие друзья и сәнмесез. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит директор сети радиостанций «Татар Радиосы» и один из организаторов международного телевизионного эстрадного фестиваля «Татарджара» Алмаз Миргаязов. Салям, Алмаз, и сәнмесез. И сәнмесез, Руслан, и сәнмесез, хөрмәтле телевизор қараушылар. Наконец-то моя мечта сбылась. И мы очень рады. Это, конечно же, Руслан, тебе. У вас, смотрю, плотный график съемок. И между, наверное, съемками тебе хочется поспать, покимарить, скажем так. Вот. Их же две. Почему две, спросишь? Это для того, кто будет завидовать тебе, когда ты будешь кимарить. То есть сразу две подушки. Алмаз Миргаязов, директор сети радиостанций «Татар Радиосы», родился 24 мая 1977 года в городе Мензелинск. Окончил факультет восточных языков Казанского государственного университета по специальности филология, китайский язык. Во время учебы в университете работал корреспондентом на радио «Татарстан», а также редактором и ведущим телевизионных программ на татарском телевидении. С 2001 года работает на «Татар Радиосы», сначала ведущим и музыкальным редактором, а с 2004 года занимает пост директора радиостанции. Алмаз Миргаязов – постоянный член оргкомитета международного телевизионного эстрадного фестиваля «Татарджара». Алмаз, еще раз большое спасибо за подарки, но сейчас рецепт, такое блюдо будем готовить. Мы сегодня будем готовить блюдо под названием гурабья. Гурабья? Это что-то русское, курабье, я слышал. То же самое? На самом деле курабье это не русское, это азербайджанское слово, а татарский аналог, скажем так, это гурабья. Гурабья – это печеньки, да, которые готовятся на основе сливочного масла и яиц. Мы берем вот такую вот пустую посуду, туда кладем, как мне сказали, размягченное масло, не размягшее, а размягченное. Да, в комнатной температуре масло, повторяю еще раз, тут у нас ровно 200 грамм, по крайней мере, в магазинной упаковке. Вам так сказали. В магазинной упаковке было написано, нарисовано 200 грамм, да. Так, туда мы теперь делаем, наверное, ты будешь делать 5 яиц, ровно 5 яиц мы туда. Так красиво рассказываешь, Алмаз, да? Как называется? Ломаем, разбиваем. Разбиваем, помещаем. Вот. Пятое яйцо у нас потихоньку уходит в блюдце, и мы постепенно вот так вот легкими движениями все это превращаем в однородную массу. Да. Теперь ты, наверное, правой рукой можешь взять сахарный песок, чтобы мне легче было все это перемешивать. Можешь прямо сюда и насыпать данный стакан. Ну, нормально получается. Сразу видно, серьезный руководитель, прям, вот знаешь, вы говорите, и прям сразу хочется исполнять. А давай вспомним, с чего все начиналось. Вот родился в Мензелинске. Закончил я школу, хорошо закончил, на пятерке закончил, поступил в Казанский государственный университет на факультет, как тогда назывался, татарской филологии, истории восточных языков. И какой восточный язык выбрал? Восточный язык я выбрал довольно-таки экзотический, китайский язык и литература. И в течение последующих 4,5 лет я обрек себя на ежедневные пары китайского языка. Остались вот сейчас какие-то знания китайского языка? Такие легкие. Давай, вот что здесь можно на китайском назвать из того, что есть на столе? Практически ничего. Как будет здравствуйте хотя бы на китайском? Нихао. 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 Все нормально. Да. Вот видите, два китайца только что поговорили. Вот такая народная смесь у нас получилась. Пожалуйста.
Так, теперь все это надо благополучно залить половиной килограмма муки. Полкило белой муки высшего сорта желательно. Как у нас в книжке написано, тесто должно быть крутое и рассыпчатое. Мне приятно, что Алмаз один из немногих гостей, которые признаются, что это не рецепт, который они готовят всю жизнь. Вот человек пришел вчера, прочитал книжку, сегодня готовит. Да, кстати, рецепт очень даже похож на те печеньки, которые пекла моя мама, когда я был маленький, даже не маленький, когда я был студентом. Я после каждой поездки на родину привозил вот такую гору печенек, которую мне готовила мама, и мои соседи по общежитию всегда ждали этого момента, и когда только я перешагивал порог своего общежития, они избегались в мою комнату. С чашками чая? Да, кто с чашками, кто без чашек, кто просто, и наяривали. Ну, потому что все привозят, что в основном, молоко, картошку, мясо. Да. Вот приезжал Алмаз, хоп, печеньки. И было оригинально и вкусно? Да. Надеюсь, у нас сегодня тоже получится вкусно и оригинально. Вот. По крайней мере, у Алмаза настрой хороший. Да, тесто получается рассыпчатое, но никак не крутой пока еще. Алмаз, давай вспомним твою карьерную лестницу. С чего все начиналось? Все начиналось со слова радио. Вот, когда я поступил, я с района, с Мензелинска, как бы родители не олигархи. Надо было что-то делать, на чем-то зарабатывать. На печеньках много не заработаешь. Да, да. Вот. И потихоньку я начал как бы смотреть по своим возможностям. Вот, и подумал, почему бы и нет, почему бы и не поработать на радио. На втором курсе Кстати, я пошел... здесь можно, извини, перебью, можно поработать руками уже. Да. И пошел я на Татарстан радиоса стажером, скажем так, или сказать круче, корреспондентом. А не было тогда никакого кастинга, как сейчас модно говорить? То есть сразу взяли? Да, я пришел, студент, ну понятно, что студент готов работать на ту зарплату, которую платили тогда на этом радио. Сколько я там получал, я не помню. Мне это и особо не важно было. Мне важно был сам процесс, важен был. То есть работа сразу понравилась? Работа сразу понравилась. Тесто, кстати, у нас уже становится крутым. Вот. Потом прошло некоторое время, и начались появляться коммерческие радиостанции. В частности, появилась радио Курай появился. Вот. Я пошел туда. Благо, мне там учились уже, вернее, работали одногруппники, с которыми вместе учились. Вот. То есть это диджеем пошли? Да, то есть, как модно говорить. Да, то есть через коррупционный такой трюк я начал работать. Хорошая фраза, коррупционный трюк. Да. А у нас здесь кулинарный трюк. Нашел себя в радиоведении. Кстати, у нас уже тесто стало крутым и в меру рассыпчатым. Мне кажется, его уже можно рассыпать следующий этап на доску и приняться уже к выполнению следующего этапа. Печеньки так, на самом деле готовятся очень быстро. Так, сюда нужно немножко муки, да, чтобы у нас... Обычно вот моя мама делала вот так вот. Да, все мамы делают так. Так, мне кажется, это нужно разделить на две части. Так. И по очереди. Давай, я первый начну. Давай. Покажу тебе мастер-класс. Давай. Хотя часто ты готовишь вообще? Почему я говорю мастер-класс? Может, ты тоже как бы на кухне не первый день? Честно говоря, я немножко боюсь. Как бы моя жена эту передачу не увидела и не узнала, что я все-таки умею готовить. То есть ты боишься открыть талант, да? Я 15 лет женат, и в основном готовкой занимается... Наверное, все, да. Хватит, да? В основном супруга. И я не знаю, из-за того, что я лентяй, может быть и лентяй, может быть и из-за того, что супруга меня отменно готовит, вот дома готовит жена. Так, у нас готово тесто и вот эти формочки с детства, которые Алмаз принес. Я думаю, зрители все помнят, да, ну, я думаю, у всех дома они есть. Вот. Да, в форме печеньки раньше по всей России были 3 видов. Сердечки, звездочки и ромашки. Ромашки, цветочки. Мы используем сегодня все 3. Так. Давайте, бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Вот так вот. Опа. И вот такая красота у нас получается. Отлично. Алмаз, продолжаем с тобой беседу, продолжаем твою биографию. После радио Курай. Что было дальше? Что было дальше? Я перешел на работу на
только что открывшуюся радиостанцию под названием «Татар Радиоса». То есть я уже как человек опытный, как опытный ведущий, как знающий, что такое радиостанции, меня забирают на вот это вот радио. И с тех пор, с 2001 года, я тружусь на этом радио. Уже 13 лет? Да. Сейчас все-таки вы же уже в роли директора сети радиостанций. Не тянет все-таки в эфир? Вот опять работать диджеем, ведущим. Первое время было такое. Снилось то, что я сижу в эфире, снилось то, что я забыл выключить микрофон. Это обыкновенный сон радиоведущих. Вот. А сейчас уже последние лет 5 уже... И сны не снятся? Да. Хотя желание иногда есть. Сесть, взять микрофон, надеть наушники. Мне кажется, вам надо просто сделать свою рубрику и так раз в неделю нас, слушателей, радовать какой-нибудь своей сольной программой. Нет. Например, начать с приглашения Руслана Шарафутдинова, будем говорить о татарской кухне. И каждый раз новые герои. Я очень долго думал, чем бы заняться и какую передачу нам начать. Это очень хорошая идея. Наверное, мы с тобой так и сделаем. И Алла Берса. Вот мы теперь сделали вот такие вот красивенькие, миленькие печеньки. Они называются, повторяюсь, гурабья. Вот, надо будет достать противень. Так. Есть у нас такой. В вашем случае это из-под с антипригарным покрытием. Так, вот. Как говорят татары, мои с маслом будем покрывать немножечко? Да? Я думаю, можно немножко, да. Чуть-чуть подсолнечного масла. Иначе пригорит, и печеньки получатся не печеньки. Ну, в принципе, если бы мы были студентами, мы бы съели бы в любом виде, мне кажется. Даже в сыром. Да, даже в сыром. Вот в таком. Так. И вот так, кстати, можно сделать. Давай слой сердечки, давай вот так. Слой звездочки. Ага. Слой ромашки. Ага. Так. А, кстати, были ли такие случаи, когда, например, на радио как-то через друзей передавали, например, чак-чак, я не знаю, жареного гуся? Я знаю, что артистам очень много приносят. Да, работа на радио, она тема чревата, то, что ты постоянно под вниманием радиослушателей, и есть определенная прослойка радиослушателей, которые болеют радио, болеют и всеми составляющими этого радио, ведущими. Вот. И есть люди, и до сих пор они есть, которые приходят в определенные праздники, в определенные дни, в определенные знаменательные даты, допустим, день рождения какого-то диджея. Они приходят с сумками, заходят в здание через нашу систему охраны. То есть приносили и гуся, приносили и солености, приносили и спиртное иногда. Но к нам на программу, к сожалению, готовую еду не приносят, а может и к счастью, мы еду готовим сами. И сейчас отправляем наше печенье на сколько по времени? 30 минут, я думаю? На полчаса. На полчаса в духовочку. При температуре 180 градусов. Опа. Все. Гурабия. Сливочное масло тщательно размяли, выпустили сырые яйца, положили сахарный песок, муку и замесили крутое тесто. Тесто раскатали толщиной примерно в сантиметр, нарезали специальными формами и выложили на противень, смазанный растительным маслом. Гурабию выпекали в духовке 30-40 минут. Дорогие друзья, мы продолжаем. В эфире по-прежнему программа «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит Алмаз Миргаязов. Алмаз! Да, мы сегодня уже уже поместили наши гурабья. Это наше печеньки. Не основное блюдо. А еще будет основное? Еще будет основное блюдо. Я сегодня к вам пришел готовить суп-лапшу грибную. Легкая, вкусная лапша. Да. Я, кстати, по твоей просьбе уже отварил в этом бульоне курицу, грибы. Мы использовали белые грибы. Вот они здесь. Дальше рассказывай сам. Да, в этом году, благо, белого гриба было много в лесу. Я их собрал впрок и вам тоже привез. А, это грибы, как раз то, что ты собирал осенью сам. Да, да. И вот эти вот грибы нужно будет нам сначала порезать на соломке. Так, как на лапшу, да? Как на лапшу. Вот у нас лапша. Это могу сделать я, кстати. Да, я тоже присоединюсь с удовольствием. Потом нам понадобится одна вот такая вот морковка и один вот такой вот
Лук репчатый. Все, начинаем. Начинаем резать суп-лапшу Так. с грибами. Мелко-мелко-мелко. Делаем, как я. Ну, неплохо у тебя получается. Можно, кстати, потоньше, наверное, или как? Можно потоньше, можно потолще. Мы же мужчины, мы любим, когда ощущается. Но я понимаю, на самом деле у Алмаза сейчас все мысли не о нашем блюде, а о предстоящем гала-концерте фестиваля «Татар жиры». Остается вот совсем мало времени. И как один из организаторов, расскажи нам, пожалуйста, может, какие-то секреты, и как вообще будет проходить вот этот фестиваль? Все-таки 15 лет, это юбилей в этом году. Да, правильно. «Татар жиры» в этом году 15 лет. Вот, и как любое мероприятие с таким большим прошлым, с такой большой историей, уже есть у «Татар жиры» свои традиции. В первую очередь это зал «Пирамида». Во вторую очередь это декабрь. Ближе к концу декабря. То есть такой новогодний подарок всем? Да, это символично, потому что «Татар жиры» это что ни на есть итоги года. В этом году у нас юбилейный фестиваль, 15-летие. И второе отделение будет посвящено именно итогам 15 лет татарской, нашего фестиваля «Татар жиры». То есть мы можем увидеть многих артистов, которые пели раньше, да, участвовали? Да, мы увидим лучших из лучших, мы услышим лучшие хиты 15-летия. Вот. А первое отделение у нас будет посвящено итогам этого года, уходящего 2014 года. Поэтому у зрителя будет уникальная возможность увидеть сегодняшнее, настоящее и сделать некий экскурс на прошлое. Приходите 20 декабря в КРК «Пирамида» и сами все услышите и увидите, дорогие друзья. Так, наши заготовки готовы. Сейчас начнем все это обжаривать. Да, берем сковороду, заливаем Так. обильно, побольше? Обильно заливаем подсолнечным маслом. Вот, и по очереди отправляем туда морковь. Морковочку. Потом вот этот вот Лучок. Так, давай немножко обжарим и потом уже грибочки. Да, потом уже финальным аккордом все это зальем нашими белыми грибами. Отменный суп получится, мне кажется. Да, у нас получится, скорее всего, лапша. Лапша с грибами. Так. Алмаз, есть у меня еще один вопросик. Вот 30 вокалистов в этом году будут петь. По 15 песен в каждом блоке. Да. Ну, это еще, если считать дуэтом, еще больше. А вот сколько людей организовывают? А за кулисье нам расскажи, пожалуйста, этого фестиваля. На самом деле зритель-то видит только то, что происходит на сцене, а то, что подготовка к этому фестивалю начинается уже ранней весной, об этом, наверное, знают немногие. То есть с марта месяца с марта месяца, с апреля месяца, да, мы начинаем уже готовиться к гала-концерту, к итогам уже только что начавшегося года. А что касается оргкомитета, у нас есть большой оргкомитет, это директоры, это и продюсеры, это и какие-то коммерческие... Ну вот основные, нам расскажи, основные организаторы. Все-таки вот давайте, режиссер в этом году кто? Как зовут? В этом году режиссер у нас Ирина Алешина, довольно-таки известный режиссер. Вот, у нее очень много заготовок, у нее очень много идей. Вот, поэтому вот наш юбилейный 15-й фестиваль должен быть отличным. На уровне. Да, отличным от того, что было до этого года. Но, поэтому... Кстати, вот я, извини, что перебил, кроме замечательных песен, которые исполняют каждый год вокалисты, да, в финале, замечаю костюмы. Такое ощущение, что люди вот специально ради финального гала-концерта шьют себе костюмы. Я скажу больше. У фестиваля есть свои дизайнеры. Причем не один дизайнер. Слава, дизайнер из Москвы, наверное? В том числе из Москвы. Вот, у нас с нами работает Надежда Юпова, с нами работает Волкова, с нами работают другие дизайнеры. То есть они одевают наших певцов, они одевают наших ведущих. Поэтому довольно-таки серьезная работа ведется за кулисами «Татар жиры». Еще раз, дорогие друзья, приходите. Новые песни, новые костюмы. Все это вас ждет 20 декабря. КРК «Пирамида». Так, поджарочка у нас готова. Да. И сейчас мы все это помещаем в наш кипящий бульон.
Кстати, бульон может быть как чисто грибной, так может быть и куриный. Но сегодня у нас курино-грибной, так вкуснее. Курица это вкусно. Да вообще мясо это вкусно. Грибы тоже ничего. Вот. И через 15 минут мы поместим вот эту лапшу в наш бульон. Алмаз. Так, у нас все хорошо кипит. Поджарка у нас кипела, да. Бульон уже пахнет разными ароматами. Самое время добавить лапшу. Именно. Так. Немножко. Да, на такое количество бульона лапши много не надо. Да. Так вот положим. Перемешаем. Да. И накроем подождем. крышечкой. И подождем. Через 5 минут будем пробовать. Суп-лапша грибная. Заранее приготовили грибной бульон. Грибы вынули, остудили, нарезали полосками и обжарили на сковороде на растительном масле. В кипящий бульон положили пассерованные лук и морковь, обжаренные грибы, приправили специями. Через 10-15 минут засыпали домашнюю лапшу и варили до готовности. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь своими кулинарными рецептами. Как сегодня Алмаз поделился своими кулинарными рецептами. Да, у Какие нас печеньки у нас сегодня на столе полный антураж. Это печеньки гурабья, которые мы сегодня готовили. И, конечно же, наш бульон. Наш наваристый, вкусный, ароматный бульон, вернее, суп-лапша с грибами. Суп, кстати, очень легкий, и я вообще всем хозяйкам его советую, и особенно мужчинам, которые хотят, например, угостить своим любимым супом. Итак, секунда остается до того, как я скажу знаменитую фразу или Такое тоже бывает. Такое тоже бывает, но не в нашей программе. Ну, давайте попробуем. Так, осторожненько, горячо. Так, бисмилля ар-рахман ар-рахим, бульончик. Алмаз, вот как бы я не любил мучные изделия, да, но бульон для меня это всегда номер один. Бульон – это бульон. Бульон – это бульон. А еще когда он сделан из курицы и грибов, умелыми мужскими руками, с хорошим настроением. Да. Я бы сейчас кушал и кушал. Попробуй пока печеньки. Браво, браво. Да. Спасибо. Печеньки, я жду, пока не попробуешь свои печенья. Не уйдешь. Я бы сейчас с удовольствием доел бы суп до конца, но... Ну, попробовать надо печеньки. Так, чай белен. Для этого приготовили специальный чай. Да. Коричневый. И для красоты мы посыпали сахарной пудрой наши печеньки. Да. Бисмилля ар-рахман ар-рахим. Ну-ка. Алмаз, ты вернул меня в мое детство. Бигзур Ахмед, молодец. Я рад. Алмаз, Бигзур Ахмед, большое спасибо за 2 этих замечательных блюда. И от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуда тебе вручается вот такая вот замечательная сковородочка. Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая, стильная и очень качественная посуда. Стойкое антипригарное покрытие на водной основе поможет нашему блюду приготовиться по всем правилам. Большое спасибо, Руслан. Увидимся 20 декабря в «Пирамиде» на Международном телевизионном эстрадном фестивале «Татар-2014». И узнаем, кто же получит премии Autumn Buds. Сегодня для вас готовили Алмаз Миргаязов и Руслан Шарафутдинов. До новых встреч. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Рахмет. Покушаем супчик. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.